Ну что, братцы, всем привет! Сегодня у меня обкатка нового мотора Гладиатор 9.9. Первый запуск, ребята. Ну и в общем будем смотреть, что да как и почему. В общем, ребята, вот моя лодочка, флагман 380 на хайде пятерки. Отходила, ребята, 2 сезона. Ну, в принципе, уже сезон заканчивается, так скажем. Скоро осень. Я ничего не могу сказать плохого за него. Коммутатор в этой весной все. В основном, ребята, мотор отличный, идеальный. Мне он нравится. Но он слабенький. У меня много шмурдяка. Люблю ходить далеко. С комфортом. И, соответственно, с этим расчетом, ребята, он и приобретен. Чтобы уже двигаться подальше и побыстрее. Все, ребята. Снимаю пятерку, ставим Гладиатор. Сушим двигатель. Карбюратор сушим. Да? Надо поднять его, да, 100%. Ну, пока буду обкатываться, что. Ну, у брата, допустим, он сказал, стало идеально. 9.9 считай. Ну, это надо, да, подгонять, короче. Опа. Есть. Эту откручиваем. Так, первое, нейтраль. Газа добавляем. Что, с какого раза? Это понятно, что подкачать сейчас надо. Ну что, полно. Чеку. Чека уже тут, смотри, уже здесь идет. Так. Ладно, пока сбоку ее. И что-то уже ограничение стоит, понял? На 9.9. Потому что, ну, это уже посерьезнее движок. Так, что, нейтраль? Подсос. Пробуем. С первого раза понял. Контролька пошла. О, видно хорошо, да? С первого раза понял. Ну что, 10 минут курим. Пускай тарабанит. С первого раза завелся, понял. Завелся с первого раза. Огонь. Ну, 10 минут тарахтит на холостых. Все отлично. Работает вроде так. Ровненько. Нормально. Ну что, братцы, 10 минут он нагрелся у меня. Все. Первая скорость. Вперед. Все, пошел. Побежали потихоньку. Все отлично. Немного пасмурно. Пляж совсем пустой. Никого нету. Смотрю, тут немножко молодежь купается. Ну и все, в общем. Никого нету. Но мы отходим от поселка. Возможно, зайду, ребят, на лесную речку. Там поплаваю. Короче, будем кататься сегодня. Залил 10 литров. Сегодня десяточку сожгем. Что, соберем спиннинг пока.
Благо здесь недалеко, с километра 3, наверное, от поселка устья лесной речки. Туда зайдем, там поплаваем. Короче, что-нибудь посмотрим сегодня. Может, что добудем. Опачки. Так. Взял сегодня сумку-холодильник, немножко перекусить. Друзей. Ага, здесь оно. Так, где-то у меня, ребятки, здесь два новеньких. Ездил за мотором, вот заходил в магазин Суёки. Говорят, хорошие воблера японские. В 130 размере. 1,8 заглубления. Вода упала, ребята, у нас. Вообще, смотрите, что творится. Вот такой бардак. В аккуратно находить. Тем более уже на пятнашке. Это раздушенный в 15, ребят, двигатель. Уже надо в аккурат будет. Интересно будет, как поведет эта лодка, ребят, потому что флагман 380 игла, она узкая, сильно килевая, она как бы скороходная сама по себе лодочка. Я думаю, на нем вообще пойдет цвет прям. Острова, ребятки, у нас сейчас тут. Речка, конечно, мелеет и мелеет с каждым годом. Маленькие проточки, вот чтобы прокарабкаться между ними, вот коряги везде, ребят. Надо вот это все в аккурат идти. Вот все уже мель. Вообще он мелко, ребят, смотрите. Так, ну что-нибудь, ребят, надо достать. Вот есть новенький у меня красноголовик. Я еще его не спробовал. 1,5 метра заглубления. Вот такой. Вот его попробуем. Эти уже 2 метра. Не подойдут. Касадака где-то у меня еще тоже не испробована. Вот она, касадака. Здесь вообще 1,2. Ну это вот на лесную речку попробуем его. Вот такого красавца. Ну это этих Суёки 1,80 м. Пока оставим. Ну что, ребятки, работает мягенько, все классно, отлично. Так, ну что, я хочу попробовать чеку. Допустим, если... Ага. Все отлично, ребят. Чека работает. Все отлично. Скорость. Так, ребят, ну что, еще задний ход надо попробовать. Нейтралька стоит. Все. Задний ход работает. Отлично. Огонь. Лесной речки, по которой, наверное, тоже зайдем, поплаваем. Сейчас тут спущусь. Здесь недалеко обрывы хорошие. Попробуем здесь пройти тоже спиннингом. Обрывчики. Вот они, ребят. Правда, здесь можно было ходить воблером до 2 метров, но сейчас здесь, наверное, не пойдем. Вот ставлю 1,5. Поменял шнур на спиннинге. Тот уже у меня плоховат стал. Вот. Поводки не использую, ребят, просто застежка и большая застежка с большим вертлюгом, и все. Шнур 2, потому что тонкими, когда зацепляется, отрываешь, а тут возможно хоть выгнуть или оторвать тройник. Ну вот они. Сейчас еще вот так пройду. Все, привык, ребят, тянусь сюда. Сейчас у меня вот большая лапка здесь. Такой красноголовик, сейчас попробуем. Ребят, еще сплавился, поднялся еще раз. Тихо, ну что тут, лодка на лодке. Зайдем в малую реку, посмотрим, как дела там.
Не знаю, тысячу лет туда не заходил, ребята. Поднял мотор, ребята, здесь перекат, мелко очень, видно дно. Вон, кстати, блесна какая-то, ребят, смотрите. Но я не достану, блин, течение большое. Надо будет потом тормозной здесь вылезти. Видно хорошо ее. Большое течение. Мелко. Ребят, утятки, смотрите. Раз, два, три, 4, 5, 6 штучек гребут. Мама утка там ругается, исполняет. Вон малыши, карандаши. Местные остались у нас. Живут вот на лесной речке. А мама утка там исполняет. Вон что делает. И тут, и там, и куда только не летит. Эти вон, ребят. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Гребут. Малышня. Раз, два, три. Да, 6 штучек. Под коряшку. Брык-брык, смотрите, ребят, в кусты. Нырк-нырк-нырк. Ну, такие уже. Такие уже более-менее. Вон, смотрите, ребят, как забились. Вот они. Ну, уже такие, ребят, смотрите. Серьезные. Дальше мощный перекат. Я туда не пойду. Ну, на обкатке точно туда не пойду. Не вижу смысла сейчас мучить мотор. Спокойненько лучше походим. Ну, ребят, уже время у нас 3 часа. Ну, 2 часа, ребят, я уже проходил вот на среднем. Ну, как на среднем? Не на среднем, вот, ну, грубо говоря, на нейтральке. Чуть-чуть газа. Периодически вот давал вот такого. И все, больше не давал. Все, теперь немножко, ребят, дам больше. Ну, периодически буду выходить опять же вот на такой режим. Нейтральная, задняя и опять чуть больше. В общем, ребят, сейчас посмотрим. Выйду только на большую воду. И там попробуем дать жизни немножко. Немножко отдохнул моторчик. Сразу побежал, ребят. Тут глист сразу, ребят, рвет. Сразу глист просит. Чувствую, будет мощь. На обрывчике покатались. Поднялся, сейчас еще раз строю. Но парень уже раз 5-6, наверное, проходит. Машина он стоит у них. Ниже нет смысла, далеко. Поднимусь выше. Там попробую еще. Я не знаю, ребят, смотрите, это у меня вот 4-е деление на румпеле. Он просто уже летит как зверь. Я просто боюсь даже представить, что дальше будет. Вот, чуть-чуть даю 5-е. Он летит, брат. Это мощь походу будет. Я не знаю, что дальше будет. Да. Зверь, ребята. Ну ладно, что. Минут 20 потарахтим. Чайковского, ребятки, надо испить, наверное. Ах, пить что-то захотел. Ребят, опа. Раз, 2 маленьких, 3-я и вот эта средняя. Вот это. Получается, вот еще румпель докуда идет. Здесь уже полный глиц, я не знаю, километров, так по ощущениям, как я вот на полном газу ходил на Хиде 5-ки. Да, с этой лодкой, походу, будет пушка, ребят, комплект. Походу, будет пушка. Ладно, попьем чайку, пройдем перекат и дадим еще жизни немножко. Ну что, братцы, давайте
за приобретение, за покупку. Я думаю, с этим мотором мы откроем новые вершинки, по-любому. Теперь уже, да, можно точку улова, точнее, до расстояния выхода удлинять и удлинять. Ну что, давайте еще раз посмотрим, как получается. Так, вот получается у меня на втором делении сейчас стоит. Вот это получается. Ну, в принципе, как холостой ход. Единственное то, что включена скорость. Даем 4 оборота, но 4 деления получается. Где-то 3000 оборотов даем. Он сразу на глист, ребята, рвет. Летит, красавец. Я не знаю, если сделать полный газ, что будет. Но еще пока нельзя. Просто, ребят, пушка. Смотрите, вообще волн нету, красота. Комплект, походу, будет убиваемый. Все, сразу он отдыхает. Резкое торможение, все четко. Болит. Мне очень нравится, ребят, пока. Ну что, ребята, переплыл я мост. Ну, точнее, вернулся, поднялся. Пройду сейчас вот по этим обрывам. Опять же забросил воблер. Сейчас пробовал здесь средь газа. Блин, ребят, надо сейчас замерить просто. Есть телефон, специально замерю сейчас. Сколько идет в 5 делений. Просто тупо в 5 делений. Сначала сейчас пройдем здесь обрывчик. Ух ты, актриса какая. Ребят. Первая рыба на новом моторе. Чё делаешь? Чё делаешь? Шла, что ли? Нет, тут, на месте. Маленькая просто. Актриса. Ух ты. Первая рыбка, ребят. Первая рыбка на новом моторе. Сработала кислота. Так, друзья, ну что, посмотрим. Посмотрим, ребят, скорость. Так. Вот компьютер. Так, ну что, ребят, также, да, 5 оборотиков. Ребята, уже идет 28. Это я 5 оборотов только держу. 29, 27. Ну-ка чуть притопим. 32, 34. Пять оборотов, ребят, смотрите. 34 на 5. Я не знаю, что будет дальше. Да, короче, ребят, весело. Весело. Чувствую, ребят, будет очень-очень мощно. Лодка, она просто, ребят, НД, вот 380 игла, она не как калоша, она острая, она быстроходная сама по себе. И, возможно, я на пятерке выходил на глиз, но было там у нас 21, 23, что-то такое. Ну, здесь, ребята, походу будет песня. Спустился еще раз поднимусь. Ну, неохота больше где-то ездить. Пока возле дома. И то уже щучку даже на жарежку поймали. Нормально. Сейчас приду с дочкой на мангале сделаю. Так, ребята, 16:06. Это получается около 5 часов я уже, ребят, хожу. Вот в таком положении. Ну вот, говорю, давал минутные такие позывы. Блин, не знаю, ребят, охота полный газ дать. Но я понимаю, что как бы нежелательно. 5 часов. 5 часиков уже хожу. Ну, часик еще, наверное, покатаемся. И, наверное, достаточно сегодня будет.
Завтра остальное 5 часиков. И то бишь 10 часов, ребят, у нас будет уже. Потом уже можно будет потихоньку ходить на рыбалку. Ну, также масло. Ну, литров 50, короче, ребят, пропалю на 1,20. Прокатимся еще до одной лесной речки. Тут тоже недалеко. Только выше по течению. Что, ребят, 5-е положение румпеля, вот эта полосочка, шкала. Все, она просто машина вперед, блядь. Непривычно просто, ребят, может такие ощущения у меня с пятерки. После пятерки. Ну, красота. Я не знаю, что делать, что будет дальше. То бишь, вот если вот так, я больше боюсь, ребят. Ну, не боюсь, еще пока не обкатал, нельзя. Вот еще одна речушка, ребята. В этом сезоне так и не могу добраться сплавом до нее. В верховье этой речки с Ларисой Юрьевной мы планируем сплавиться на пару дней. А вот это здесь устье Йона. Пройду сплавом. Поднялся с километра, наверное. Тоже лесной речки. Ну, здесь зимняя рыбалка на этой реке, сплав. Больше рыбалки здесь я не провожу никакой. Раньше, да, в детстве рыбачили. Так, ну что, поставим вертушечку, может поставить вот такую. Или на зеленку попробуем. На той речке пару окуней выходила, маленькая щучка. Тоже попробуем здесь. Вот на нее. Что за рыба? Рыба-окунь. Давай, бандит, иди. Вот такие окна здесь, ребятки. Раньше тут спиннинговал в детстве. Ловили, причем неплохо. Ну, щука такая до килограмма, до 1,5. Ну, много ловили. Пойдем в детстве с пацанами, блин. Там пройдем через деревню и спускаемся целый день. Ловили, неплохо. Побался, да ладно. Ну, места вон классные тут. Так и думаю, что сейчас из-за лопушка щучка вылетит. Но тихо. Да, соберемся, не соберемся мы силами поехать на сплав в этом сезоне. Ну, так охота прям, ребят, спокойствие вот этого, без этого шума мотора, просто плыть по течению и рыбачить. Давайте, братцы, здоровья. Ну что, друзья, 6 часов я покатался. В принципе, еще столько же, наверное, и можно уже наваливать будет. Ну, гребет, ребята, страшное дело. Вообще по красоте все понравилось, все четко. Ну, так, покатался относительно. Завтра, если погода будет, с дочкой поедем покупаемся. И, ну, тоже покатаемся. Ну, в целом, я думаю, завтра уже добью. За 2 дня обкатаемся плотно. Ну и все, можно, ребятки, уже будет к выходным собираться и уже хода. Ну, мелко-мелко, ребят, местами, блин, вообще труба, вода упала, все пооткрывалось. Коряк вообще даже не видел никогда в жизни. Они торчат, вон, все, блин, все аккуратно надо ходить, тем более сейчас скорость будет, надо блюдить, смотреть в аккурат. Если на пятерке как бы идешь еще, ты, во-первых, не так быстро идешь, и, во-вторых, как бы не с такой скоростью, даже если ты не заметишь, ударишься, да и с такой скоростью ты едешь, ну, замечаешь, уворачиваешься, так скажем. А здесь, если не заметишь, ладно там редуктор, ладно, лодку можно пропороть достойно, и это в аккурат. Ну все, братцы, такая обкаточка получилась. Мотором полностью доволен, ребят, ссылочка в описании, где заказывал, ребята молодцы. Быстро все сделали, доставили, съездил, забрал, все. Завелся с первого раза, все четко. Никаких дефектов, тут что-то как-то, ничего не наблюдаю, все классно.
Все, братцы, давайте. Всем хорошего настроения. Ну и удачи. Удачи на воде, так скажем, наверное. Потому что водомоторников становится с каждым годом все больше и больше. И давайте, ребят, за это дело. Вода, она как-то все равно, ну, притягивает. И вот, допустим, находясь на берегу или находясь на середине речки, тоже есть свои какие-то плюсы и даже свои какие-то, не знаю, радости, что ли. Все, ребят, наваливает тучки, там уже стянуло. Все, выхожу, ребят, в большие воды, так скажем, ну и до дома.